стоимость жилищно-коммунальных услуг с 1 июля этого года снова вырастет. По сообщению Госкомцен Якутии, в начале следующего месяца произойдет плановое изменение тарифов за отопление, электроэнергию, газ и воду по всей стране. О том, насколько вырастет коммуналка в Якутии, расскажет Афанасий Николаев. Уже через 2 недели за коммуналку придется заплатить больше. Изменения по видам услуг составят 15% для электроэнергии, 11% для отопления, более 7% для газа и 13% и 12% составит рост для холодного и горячего водоснабжения. Средние изменения, потому что уровни благоустройства разные, среднее изменение платежа граждан будет составлять около 11%. И предельно допустимое максимальное значение еще 2,5%. То есть в целом у любого гражданина ни у кого не должно превысить 13,5%. Причем не стоит забывать, что якутяне оплачивают лишь малую часть от экономически обоснованного тарифа за ЖКУ. Большую часть берет на себя бюджет республики, согласно закону о льготных тарифах для населения. Реальные цены, которые придется оплачивать предпринимателям и юрлицам, уже можно увидеть онлайн. Тарифы экономически обоснованные, которые будут действовать для юридических лиц и предпринимателей. В принципе, приказы Госкомцен.Рэк есть, они уже есть на сайте, поэтому там могут смотреть. Они зависят от поставщиков коммунальных услуг, потому что, как вы понимаете, что экономически обоснованный платеж, он складывается именно по поставщикам. Якутия занимает 2-е место по дешевизне цен за ЖКУ на Дальнем Востоке страны. Средняя ежемесячная плата составляет 9,5 тысяч рублей. Самые низкие цены в Еврейской автономной области. Там коммуналка обойдется в 7300 рублей. Больше всего по кошельку ЖКУ бьют на Камчатке. Там в месяц придется отдать 17 тысяч рублей. Афанасий Николаев, Батый Горохов, НВК Саха, Якутск.